Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – кто вами интересуется и почему. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. Любите вы себя и украшать, любите быть в уюте, в большой степени, наверное, в одиночестве. Вам есть о чем подумать. У вас определенно какой-то свой мир. Здесь человек, который любит животных, природу, выезды на природу. Человек, который может находиться и один, ему хорошо, в принципе, одному. От кого-то можете даже сейчас закрываться, не давать о себе информацию, или кто-то здесь от кого-то скрывается, кого-то не хотите видеть. Здесь показывает личный опыт, когда все пройдено личным опытом, и какая-то идет самостоятельность. Здесь люди, я бы сказала, такие меланхоличные или же романтичные. Вы в мелочи, в мелочах находите интерес. Кто-то этого не заметит, но для вас это большой мир. И человек вы влюбчивый. Возможно, очень часто одевали розовые очки, находясь в отношениях, верили. Сейчас научились проверять или подозреваете, вот такая аккуратно. Набили каких-то шишек, и теперь из-за этого вы не доверяете. Проверяете вот так вот. Кстати, люди со стороны могут замечать, что вы проверяете. Неважно, кто это, любовные отношения или дружеские отношения. Люди видят, что вы проверяете, потому что чего-то опасаетесь. Вы чувствуете очень хорошо людей, интуиция работает хорошо, но в то же время все равно вы опасаетесь. Таинственное. Вы выглядите так определенно, какой-то портрет у людей есть, но это так не является внешне. Вам даже могли это говорить, замечать вот за вами такое, что я думала, что ты такая, а вот ты вот такая, оказывается. Вы о себе много не говорите, в принципе. Информацию о заработках или о деньгах какую-то вы скрываете, не показываете. Люди, которые в отношениях, они, знаете, вот как деньги тут показывают, прячут. Вы не скажете истинно, сколько у вас своему партнеру. Тут нет хитрости, тут есть момент безопасности. Может быть, кто-то в паре, но вы сохраняете свою безопасность. Даже при том можете находиться в любви, но вы все равно сохраняете свою безопасность. Держите какую-то информацию, возможно, даже в тайне, в секрете. Никто не знает. Сегодня мы вместе, завтра врозь. И что это может потом повернуть против вас. Любите вы красивые вещи, дорогие вещи, может быть, или качественные вещи. Тут показывают человека, который более практично так на все мыслит. Составление списков, идя за покупками, или же расчет такое, все вот у вас, знаете, через колонку написано, что на что отложить, там, что купить и так далее. Вот как-то имеет место быть счет деньгам. Считайте деньги. Экономите, возможно. Или же, знаете, тут еще момент практичности, ваши покупки. Вы 100 раз подумайте, прежде чем купить. Очень хорошо подумайте, прежде чем купить. Особенно, если это дорого стоит. Вы цените материальные вещи какие-то.
Вы знаете, здесь еще могут быть люди, вот хочется сказать сюда слово, как их называют, Плюшкин или все в дом, все собирает. На всякий случай. Или я возьму 2 на всякий случай. Вот что-то такое. Любите такие вот покупки, как 10 в одном, да, чтобы это имело большой функционал. Тут и экономные, особенно к себе. А вы не доверяете кому-то? Здесь 100%. Кому-то не доверяете. Я бы сказала, даже здесь может речь идти в принципе о людях в целом. Потому что здесь кто-то сделал вам так больно, что теперь вы... Даже здесь характеристика ваша очень сильно поменялась из-за этого случая. Это до сих пор рвет на части, когда это вспоминается, или до сих пор есть обида. Вы не разговариваете, возможно, с кем-то определенно, или с тем человеком, который сделал больно. Здесь не ситуация, здесь... Ну, у кого-то могла быть ситуация, но больше здесь проиграется с каким-то человеком. Был или разрыв, или развод, но вы уже этому человеку не верите. Он уже все для вас, вот хочется сказать, умер. Он для меня не существует. Здесь больше тема любви. Это уже не любовь. Это уже все. Конец. Вот знаете, вы никогда не опираетесь еще, я бы сказала, на чье-то мнение. Вы или перепроверяете. Вот здесь вот знаете, как, например, кто-то говорит, да давайте идем, все там хорошо. Но вы еще перепроверите, хорошо ли там, правда ли. Здесь человек еще все пересчитает. Вас могут называть женщина-калькулятор. Постоянно считаете, все высчитываете, просчитываете или просчитываете даже свои будущие действия наперед. Что может случиться, например, что это надо взять на всякий случай. Здесь такое есть. Может быть, любите что-то даже и коллекционировать, да? Так, смотрим дальше. Чего-то вы сейчас ждете, как поступление каких-то денег. От мужчины, возможно, да, или же вы ждете шага, когда мужчина к вам пойдет навстречу. Знаете, здесь даже кто-то ждет приход нового человека в свою жизнь, партнера именно по любви. Вам хочется, вот я бы сказала, насладиться чем-то таким. Вам, во-первых, хочется доверять этому человеку, но так не получается в вашей жизни. Вы никому не доверяете, даже партнеру. А вам хотелось бы вот или положиться именно с точки зрения доверия, да, но здесь как-то вы очень, знаете, держите ухо востро, держите наблюдение какое-то, может, даже проверку. Если кто-то вступил в какие-то сейчас отношения, вы вот все проверяете. Из-за чего-то прошлого. Уже была какая-то ошибка, и теперь, не дай бог, повторится это еще снова. Вот как-то так. Можете, кстати, сейчас надеяться или на свои финансы. Это показывает женщину, которая сама за все платит, сама ответственная за все. Или же вы полагаетесь на мужчину. Да, здесь может быть и зависимость какая-то, что от мужчины зависит финансово. Даже здесь, да, ситуация, не знаешь, куда идти или нет, а если вдруг что-то не получится, сорвется. Вы еще и женщина справедливая очень. Здесь, кстати, показывают человека, который может быть и судьей, или же при каких-то таких исполнительных, когда какая-то именно профессия связана с чем-то правовым. Но также по себе, в принципе, вы человек такой справедливый, за правду. Вы даже можете, вот кто-то ссорится, влезть.
вы не побоитесь. Или же, если что-то происходит, вы обязательно вызовете, например, на помощь кого-то, полицию там и так далее, скорую помощь. Вы не пройдете мимо. Справедливость должна восторжествовать. Вот как-то так. Вы, кстати, можете дожидаться какой-то справедливости над кем-то. Есть человек, который ночью может не спать допоздна и даже попивать кофеечек. У вас мысли какие-то. Это все мысли. Или вот даже вы просматриваете какую-то информацию. Но информация – это полезная информация, это что-то практическое. Здесь может даже человек, который наблюдает за кем-то, проверяет кого-то, тоже может иметь место быть. Вы не хотите обмана, вы не хотите обжечься. Тут еще показывают, вас уже когда-то обманывали, но здесь над кем-то восторжествовала именно та самая справедливость, да, человек получил сдачу. Притом не от вас определенно, а вот как карма и вернулась обратно. Возможно, вы даже узнали об этом. Или кто-то вам рассказал, узнали об этом информацию. Вас еще показывают женщину такая, которая, знаете, вот как ей рот не закрывая, она за правду, она идет вперед. Это такая, может быть, и революционерка, и, знаете, вы не имеете страх или очень смелая, очень сильная, значит, внутри. Здесь могут быть и мужские характеристики у вас, да, такого воина. Человек, женщина-воин. Зена, королева воинов. Помните фильм? Вот что-то то это напоминает по характеристике такое. Так. Хотите вы любви. Вы не хотите быть мужиком, а приходится. Вот здесь приходится быть мужчиной. Здесь определенно нести ответственность, бороться с чем-то. Я бы сказала, решать даже такие проблемы сложные какие-то, которые бы да, и несколько переживать. Я говорю, вы, может, и не спите по ночам, потому что о чем-то переживаете. Сейчас на данный момент идет ситуация, может, даже о конфликте с кем-то. Но вам хочется, чтобы человек или одумался, или что-то осознал. Конфликтный, возможно, человек, или час об час, как говорят, или как это... Иногда, да, что-то вот всплывает, именно момент каких-то конфликтов, недопониманий, вот так. Он не понимает вас, вы его. Но в моменте, кто одинок, вы не хотите каких-то конфликтных ситуаций, избегаете их или о какой-то конфликтной ситуации переживаете. Может быть, даже и о расставании или на самом деле о конфликте с кем-то. У вас, знаете, вот вроде как вы даже можете не понимать, но почему такое происходит, да? Вроде как я в хорошем настроении, выхожу из дома, иду в магазин, и раз конфликт какой-то. Ну, неважно, где это, на остановке, там, где угодно, в метро, но где-то конфликт происходит. И ты думаешь, вроде бы как я улыбалась с хорошими намерениями, настроением, а тут, откуда ни возьмись, на меня нападают. А потому что есть вот это вот даже напряжение о том, что вы, да, не спите по ночам о чем-то переживаете, даже пусть по оплате чего-то, да, там не заплатила, или у меня долг, или у меня обязанности, ответственности. Утром вы встаете, понимаете, идете с этой энергией, не понимая того. Но вроде как улыбаюсь, вроде солнышко светит, но тут откуда ни возьмись, налетают на меня. Потому что эта энергия еще осталась, пережитки. Но вам я скажу, вам можно доверять с точностью, вам можно доверять. Сейчас активничаете в чем-то. Уже, знаете, вот как бы выход может быть из кризиса какого-то или из-за какой-то заточенной ситуации, вот которая по кругу ходит. Выход. Может быть, нашли выход или находите какой-то выход. Такое приободрение уже идет. Так, давайте смотреть дальше. Если с вами резонирует портрет, смотрим. Кто вами интересуется? Почему?
человек, который старше вас с работы или с какого-то коллектива. Здесь был какой-то коллектив или есть какой-то коллектив, человек старше вас. Здесь такая заинтересованность о ваших успехах или о вашем продвижении каком-то, о ваших деньгах, о ваших заработках, возможно. Также, как вы это делаете, что-то, что вы делаете, как вы это делаете. Да, или расскажи секрет, как ты это делаешь. Активный такой человек, хочет все, и любви, и деньги, и к себе внимание какое-то. Притом здесь показывают, есть семья, семейный, да, и, возможно, оба два или крещенные, или же посещают какие-то святые места. Возможно, даже оба два молятся, или такие набожные люди. Более такой молчаливый человек — это мужчина, может быть. Может и женщина быть. Может и женщина. Тут показывает человек в семье. Больше почему-то проигрывает мужчина у меня. В голове крутится мужчина. Ну, тут момент какой-то вашей, знаете, странного. Тут странное у вас поведение, а у него какое-то из этого странное состояние. Вы что-то делаете, он на вас смотрит и, возможно, даже, вот знаете, как наблюдает. Хочет тоже что-то, чему-то, может быть, от вас научиться. Потому что момент, если идет о технологии вашей работы, то вы это делаете прекрасно, даже лучше. Да, у человека тоже есть заинтересованность стать в чем-то лучше. Здесь, возможно, даже и разговор в кругу семьи о вас, о вашей какой-то вот продуктивности, или же, да, вы успеваете все. Ей или ему хочется то же самое. Здесь я бы сказала, даже человек о чем-то таком думает, да, свершение какое-то сделать в жизни, чтобы его в чем-то признали, чтобы, да, он не прожил жизнь за одним, как говорится, станком, а тоже что-то совершил, или даже вот за этим станком, но совершил что-то новое, такое технологичное. Здесь наблюдение за вами вот из-за какой-то вот вашей деятельности, что вы это делаете или с профессионализмом, да, или качественно, лучше и успеваете, притом быстро. Здесь о скорости идет речь, о вашей какой-то скорости. Но здесь у человека что-то в голове поменялось. Здесь трансформацию человек прошел. Благодаря вам прошел эту трансформацию на рабочем месте. Ничего, человек вас уважает, в принципе, да, но здесь, может быть, человек задает какие-то тоже вопросы вам, которые касаются вашей работы, деятельности, интересуется. Человек хочет, во-первых, каких-то больших заработков. Из-за того, что он станет лучше, у него будут больше заработки. Или как у вас, да, то есть вы имеете, вот, я бы сказала, вы работаете лучше этого человека. И он понимает, что если быть как вы, то я могу больше зарабатывать. Но при том он вами гордится, да, уважает вас или она, вашей вот этой способностью что-то делать на рабочем месте. Или вашей работой. А внешность еще здесь может быть. Почему внешность? Ну, тут, смотрите, у вас человек считает, что есть, как сказать, перспективы. Вот вы сидите не на том, да, вот вы классно там вышиваете, но зная ваш процесс, как вы работаете, именно эффективность вашей работы, вы бы могли, как он считает, да, работать на другой работе, но с этой же профессией, но на другом месте рабочем, и зарабатывать больше, или даже, я бы сказала, быть успешной.
И он понимает, что в этом кроется, вот если он это у вас возьмет, вот эти какие-то навыки, то он станет успешный, но вам об этом не скажет. Потому что вот если делать как вы, то можно стать успешной. И в какой-то степени даже удивление, почему вы здесь сидите, да, и вас никто не замечает. А вот с этой профессией или с этой деятельностью вы бы могли где-то просто блистать, я бы сказала, чуть ли не на сцене, да, или быть популярной в чем-то, даже за границей или по всему миру. Да, здесь еще идет речь о том, что я не скажу. Он скрывает от этого, иначе она разрушит все мои планы. Но места много. Ну, здесь, знаете, еще о вас потемки лес. Тут почему-то человек интересуется и вашей жизнью может интересоваться, что вы едите, во сколько вы встаете, да, здесь такой глубокий мыслительный процесс у вас. Почему-то у вас, да, что-то лучше получается, где вы этому научились или как вы это делаете. Вот какая-то такая, какой-то такой вопрос. Притом, имея ваши таланты, он бы мог блистать где-то вместо вас. Но он понимает, что вы бы могли блистать, но он об этом вам не скажет. Иначе все пойдет крахом. Да? Или вы заберете его какое-то место, займете. Да, то, что всю сметану съедите сверху вы, а ему останутся остатки. Конкурент даже, я бы сказала. Ваш конкурент по работе. Так, давайте посмотрим еще, кто вами интересуется. Но человек вас уважает. Вот уважает ваш какой-то труд. Кто вами интересуется и почему? Ну, тут вас любят и, я бы сказала, локти кусают. Локти кусают. Ну, здесь и не спят ночами, переживают. Закрыт человек от вас. Мужчина. Я бы сказала, здесь не все еще утекло. Есть еще возможность к вам прийти. Возможно, даже человек объявится к вам. И при том, что вы закрыты. Ему интересно, как вы там поживаете сейчас. Но, знаете, проявление внешнее такого идет смелого человека, сильного. А внутри такой страх, а что он обо мне подумает? Вот знаете, какое-то такое, вот именно есть страх, переживания. И есть какие-то чувства, но он понимает, что еще не все потеряно, да, еще есть какой-то шанс что-то, может быть, возобновить или как-то у вас может что-то получиться. Желает вас, ну, здесь такой физический интерес сильный. Я бы ее взял, обнял, и вот еще и не только. Но был какой-то между вами конфликт, я бы сказала, такое даже спор, или даже, вот знаете, как кусались, подкусывали друг друга, подкалывали, вот что-то такое. Но это тот человек, сразу говорю, который девочек в садике, когда был маленький, за косички дергал. Тем самым он показывал, что они ему нравятся. Вот это такой тип. Он, знаете, не проявляет любовь как-то там нежно и романтично. Он какими-то укусами, какими-то подколками, какими-то, я бы сказала, цепляющими, знаете, действиями, когда вы можете психануть, топнуть ножкой, вот как-то так. Или сказать, ты нормальный вообще. Вот как-то его это даже возбуждает. Вот так вот. Его возбуждает, когда женщина психует. Отлично. Эгоист. Человек эгоист. Человек, которого родители всегда ставили на пьедестал, возвышали, говорили, ты самый лучший. Да, и человек не боится ничего. Он и правда считает себя самым лучшим в чем-то, возможно, даже в спорте.
Или человек, тут показывает ребенок, когда встает, берет микрофон маленький на кухонном столе, понимаете, встает и думает, что он на сцене. И вот он поет. И ему все хлопают родители, говорят, да ты там очень, ну, отличный певец бы был, да, и вот он реально думает о том, что он хорошо поет, или какие-то в нем, да, таланты определенные есть, или хороший боксер там бы был, там, ну, что угодно может быть, и человек себя на самом деле считает таким, но это так не является. Возможно, человек в чем-то проиграл, да, и он понимает, что ему это не удается, и получил разочарование. Так, смотрим еще что. Он вас любит, вы ему нравитесь, вы красотка. Вы женщина, с которой нельзя спускать глаз. И даже находясь с вами в серьезных отношениях, на вас нужно вешать ошейник и поводок, чтобы вы далеко не ушли. Потому что вы такая скользкая, ускачете и до свидания не скажете. Знаете, вы его триггерите, вы появляетесь и пропадаете, или даете зеленый свет и тут же включаете красный. Вот такая вы. Также тут почему-то человек думает, что вы его в чем-то обнадежили и кинули, бросили, оставили, ушли, вот как-то так. И человек из этого переживает, что вы поступили как-то несправедливо. В то же время, знаете, тут есть и даже чувство, что он вас потерял, но он понимает, что не потерял, что он может всегда к вам прийти. Он знает ваш адрес, например, или где вы находитесь, или куда часто ходите. Но здесь какая-то присутствует и момент трусости. Момент трусости. Хотя шаги есть. Или человек вам еще заявится, придет, может быть, или позвонит, напишет, да, что-то здесь в этом плане есть, потому что он хочет все же чего-то добиться от вас, добиться, возможно, чувств. И не только, да. Здесь есть почему-то общение какое-то, да, что не все еще потеряно, мы еще пообщаемся, увидим и так далее. Вот. И считает, что у вас очень много поклонников около вас есть. Считает, что есть, наверное, какой-то круче, который может дать больше, чем дам ей я. Да, вот какое-то соперничество, конкуренция и так далее. Также считает вас, что вы такая гордая, вы можете себе что-то позволить, или можете позволить даже этот выбор среди мужчин. Ты будешь со мной, или ты, да, с кем я буду дружить, общаться, а может и спать, вот как-то так вот. Но еще, знаете, вот я говорю, что у человека сейчас пошло какое-то прояснение, в принципе, что он делал что-то в ваш адрес не так. И вот он хочет это догнать и переделать, да, переделать себя, переделать какое-то свое поведение. Ему в чем-то стрёмно, не то что даже стыдно, а стрёмно, да, вот он понимает, что вот оказывается вот так вот это неправильно. Или говорить женщиной так нельзя, или вот так ее гладить, да, или вот так ее трогать, или там еще чего нельзя. Надо вот как-то что-то с этим делать. То есть он понимает, что к вам так уже не подскачешь, как это было в первый раз. Тут были какие-то, вот я говорю, взаимодействие ваше было именно или с подколами какими-то, или тупыми, извиняюсь, шутками, но это как-то не так. С вами так нельзя. И человек сейчас осознает, что-то вспоминает, ему в чем-то даже стрёмно. Потому что в чем-то вы его задели, возможно, то, что болело у человека или являлось комплексом, вот как, знаете, попали в десяточку, в болевую точку. И теперь человек не знает, как с этим быть и как это переделать. Здесь показывает, знаете, мышление еще человека. Это эгоист, кстати. Мышление человека такое дубоватое. До него очень долго доходит, или тяжело, с трудом, или со временем доходит. Он такой, знаете, очень долго думает. И это человек, который кулаками машет только после драки. Понимаете, да, о чем я говорю? То, что только потом начинает бубнить. Когда уже произошло, например, его обманули, он уже ушел оттуда, где его обманули. И потом он понимает, что его обманули, только потом уже, пройдя несколько часов.
как говорится. И он начинает бубнеть. Потом начинают страдать все вокруг, и даже дома, да. Вот он придет и бубнит, 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 бубнит. А почему на месте сразу-то не разобрался? Вот такой вот. И вот сейчас он что-то вспоминает между вами. И вот в какой-то степени бубнит, но бубнит на себя, что он поступил как-то как дурак. А надо было как-то по-красивому, по-взрослому, может, даже. Тут не важно, сколько лет, да, человек может быть и за 60, может быть, человеку, но незрелость какая-то присутствует. Он хочет все по-новому. Он хочет добиться именно каких-то серьезных отношений с вами. Он хочет созреть, он хочет стать умнее в ваших глазах, да, таким вот зрелым мужиком. И хочет проявляться с вами как-то по-новому, по-другому. Но я вам скажу, это человек-эгоист, опять мы говорим, эгоиста очень сложно переделать, или эгоисты очень сложно переделываются, или почти, я бы сказала, до невозможности. Невозможно ему переделаться. Вот он такой, рано или поздно это опять проявится. Вот это вот какая-то незрелость. Как не стучи ты по столу, да, только стол сломаешь. Ну вот он говорит, я хочу ее и все. Вот мне другие женщины не нравятся. Здесь определенно, здесь идет и внешние данные, здесь идет и ваша характеристика внутренняя. Вот этот вот, знаете, какая-то такая гордость, разворот и уход. Вот это вот ему нравится, возбуждает его еще при том, это, что у вас есть какая-то женская гордость, да, что вы с кем попало там, не с кем попало, а со всеми подряд там не ляжете в постель. Вот вы женщина, которая, да лучше я буду одна, чем с кем попало. Вот такая, да, выбирает все самое лучшее. Даже здесь моменты ваших внешних данных не подкопаться, вот все в ней идеально. Я хочу такую и все, вот как баран на новые ворота. И все. Вот цель его это вы в этой жизни. Тут какие-то вот мысли у него могут быть, знаете, я бы сказала, даже надуманные еще о вас, чего у вас, вашей характеристики нет, а он это представляет. Или даже он может представлять на вас определенно какую-то одежду. Вы не носите, например, такую одежду, но он может представлять, подойдет ей это или нет. Да, вот что-то в чем-то представлять и наслаждаться этим. Что будь она вот так вот, ей бы было классно. И он представляет, что вы в этом уже и есть. Смотрим дальше. Кто вами интересуется еще и почему? Какая-то женщина. Притом здесь, я говорю, какие-то есть мысли о вас, подозрение какое-то, может даже. А здесь момент расставания с мужчиной. Мужчина себя ведет странно. Но здесь есть подозрение, да, что у вас какие-то отношения с ее мужчиной. Или вы как-то смотрите в адрес ее мужчины. Надеется на чью-то помощь, с кем-то общается, именно перетирает вам кости. Притом здесь не то, что перетирает, здесь вот какие-то факты человек приносит о вас. Или о вас и ее мужчине. И вот у нее есть сомнение, что вы где-то вот ходите вместе, встречаетесь, или у вас есть к нему какие-то чувства, да, у него тоже. То есть потому что человек как будто бы ее не замечает, или происходят какие-то, знаете, тут ситуация конфликтности, может быть, ревности. Какой-то он не такой стал. Как будто бы он под вашим каким-то влиянием, вы как-то воздействуете, вот как сирена поете, да, он идет на ваш зов. Или вы что-то скажете, он вам побежит, сделает, а ей нет. Это может быть, кстати, даже и мама
вашего мужчины. Почему-то здесь есть вот такое собственничество. Это мое. А может, это чья-то жена, да. Вот как будто бы на нее не обращают внимания. Вот момент такого одиночества внутри, истощения вот этого по любви или вниманию какому-то. Да, здесь есть забота, ответственность, но все это на нее валится. А мужчина вот как-то хладнокровно относится или к детям, или в принципе к семье, да, а вот именно вы замечены с этим мужчиной или общение между вами. Да, оно милое, а вот что касается нее, это как на ножах остро. Она просит у кого-то помощи или подсказки, поэтому она с кем-то ведет разговоры о ситуации. Здесь что-то именно не срастается в семье. Она хочет счастья. Давно уже не было чего-то у них, ни постели, одна какая-то только ругань. Ругань. Но страдают из-за этого дети, ну и она очень сильно страдает. Она переживает, не спит ночами. Здесь, кстати, вот как будто человек или лунатик или что, или ходит по ночам по квартире. Ну, именно из-за какой-то душевной боли, депрессии, из-за вот этого разбитого чувства любви, подозрений каких-то. Знаете, человек может даже копаться в телефоне, где-то выискивать информацию, все вынюхивать. Почему-то кажется, что у вас постель. Вплоть до постели. Вы красивая. Вы красивая очень. Старается держать себя в руках. Человек, возможно, кстати, вы знаете, готов вот... Женщина готова сорваться, да, и пойти на что-то такое, что... Как сказать, вот тут дьявол выходит, да, и на какие-то такие грехи, на измены, да, ради того, чтобы мужчина не обратил на нее внимание. Именно вот как-то стать каким-то триггером. Или пойти в клуб в ночной, натанцеваться там, не знаю, и прийти поздно. Ну, вот, или, да, тут момент может быть и каких-то напитков, курения и так далее, чего-то такого. Но здесь внутренне разрывает на части. Я бы сказала, этим отношениям уже смерть. Смерть этим отношениям. Или же отношения, которые претерпевают развод. Поэтому включаются вот такие какие-то подозрения. Она не хочет чего-то терпеть. Но здесь женщина, которая опускается на уровень ниже. Здесь могут быть даже, вот знаете, она хочет, чтобы восторжествовала справедливость над ситуацией, то, что он поступает нечестно. Кстати, мужчина мог пойматься на какой-то лжи, но здесь подозрение вас, что вы его уводите или же у вас какие-то встречи есть, даже интимного характера. Проседает. Так, кто еще вами интересуется и почему? Я так скажу, человек, который не жив. Это 100%. Человек, который не жив. Человек, хочется сказать, освещает вам путь, освещает вам дорогу, дает вам подсказки, чуть ли не кричит уже, не стучит вам в дверь. Могут происходить такие в вашей жизни ситуации, как будто кто-то орет, кричит, или же, да, напоминают где-то о вашем имени. Вы можете в толпе слышать ваше имя. До вас, вот как стучат, информацию хотят донести, вы не слышите. Может быть, да, вы о ком-то не вспоминаете, кто уже умер, но при том этот человек, вы видели этого человека при жизни. Человек вас очень сильно любит, человек вам освещает путь, дорогу. Тут хочется сказать, знаете, чтобы вы не сбились, чтобы вы не пошли по пути дьявола, чтобы вы не споткнулись, не упали. Здесь берегиня, бережет. Помогает вам в чем-то, когда вы в этом нуждаетесь. Обратитесь к этому человеку. Если вы не знаете, кто это, можете в общем назвать духи вашего рода.
Это по вашему роду. Кстати, я бы еще сказала, этот человек показывает вам, где деньги. Вы можете думать о деньгах, и он показывает, где деньги, где финансы. Очень вас любит. Это может даже быть бабушка, которая вас очень любила. Всем сердцем. Вы, кстати, тоже любите этого человека. Тут, знаете, сердечко за вас болит, или же как раз таки, чтобы вы не споткнулись, да, вот человек как переживает. Она и при жизни вот так вот переживала за вас. Может, даже о чем-то вслух говорила. В чем-то аккуратно будь. Она всегда рядом с вами. Вот вы спите, она вот как рядом стоит. Вы идете куда-то, она рядом. Она все слышит. Но, кстати, когда называют ваше имя где-то в толпе, но позвали не вас, вот именно вспомните ее или его, может, да, это дедушка. Но больше здесь выходит женщина. Даст вам то, о чем вы просите, поможет вам, вернее. Здесь, кстати, ведет вас к исполнению какой-то вашей мечты, чтобы мечта ваша это осуществилась. Притом вам идут подсказки от нее, чуть ли не на ежедневной основе, потому что она рядом где-то вот с вами. Знаете, вы, кстати, можете даже и во сне видеть таких людей, которые вроде как вам близки, но неузнаваемы на лицо. И вот, может быть, даже быть в этих людях она. Когда-то вас выручила очень сильно, вы даже сами поняли, что вот это как Бог помог мне, как, да, не могла так ситуация произойти, но как Бог меня спас. И вот это была ваша вот эта вот женщина, берегиня. Я бы еще сказала, тут почему-то, вот вы и так недоверчивы, да, но вот тут идет такой разговор, что не верь всем. Ну, потому что есть какая-то, знаете, вот вы кому-то, может, сейчас верите, кому не стоит доверять. Или же, да, в целом вот какие-то ситуации происходят, но вот она говорит, не верь или не делай, потому что тебя обманут. Вы чувствуете сердцем, а это не вы чувствуете сердцем, это она вас на это подталкивает, чтобы вы не верили. Или, знаете, могут происходить такие ситуации, что вы едете куда-то, пусть даже там, не знаю, к юристу или вообще в целом куда-то на, да, какую-то встречу. Раз и не едет машина, раз там не открывается дверь или еще что-то. Она вас останавливает, потому что она понимает, что будет или подвох, или не получится в целом, или может быть хуже. Она вас бережет, берегиня сразу. Она вас отводит от каких-то, вот хочется слово сказать, мерзавцев, таких мерзких людей. Я бы даже сказала слово маньяк еще почему-то. Да, кто-то вот имеет слежку, или кто-то следил, она вот как обрубила, или поставила щит. Такие были сволочи. Она вас ведет к заработкам, к деньгам или к какому-то достоянию. Но вы о чем-то мечтаете. Есть мечта о каком-то именно состоянии, изобилии, да, заработке. Вот она к этому ведет. Здесь сразу показывают, о каких-то деньгах вы можете думать. Или о больших деньгах, или об успешной работе. Здесь к этому идет. Она, кстати, и вот люди, которые вас обижали, который обманывал, почему-то мужчина, скорее это по отношениям, он получил по заслугам. Из-за вот именно эта берегиня надавала ему. Он получил по заслугам, потому что здесь что-то... Здесь может быть нищета какая-то, или вот у человека забрали ресурсы. Это даже не карма, это вот женщина наказала.
забрала или повлияла? Слушайте, а вам дала возможность двигаться после этих отношений. Могли бы упасть, могли бы расстроиться, но нет же. Встали и пошли. Отряхнулись, встали и пошли. Я вам скажу так, что женщины, через эту женщину идет к вам фортуна. Подфартит вам очень сильно в чем-то. Возможно, даже вот скорое проявление фортуны. Потому что здесь королева жезловая. Это говорит о скорости какой-то. По времени это скоро. Подфартит вам в чем-то. Исполнение желания. Да, или вот как раз смотрите, как это подфартит. В чем-то подфартит, но это влияет на исполнение желания. На исполнение вашего желания. Скоро. Скоро. Вы думаете о чем-то, о денежном. А знаете, как думаете, визуализируйте это, что у вас уже это есть. Это сложно. Но попробуйте заставить себя так думать. Есть у вас ваза красивая, о которой вы мечтаете. Вот прям представьте ее в руке. Какая она на ощупь, какая она по весу даже. Вот просто представьте ее, визуализируйте. И она у вас появится. Такая ваза. Именно такая. Притом будут все предпосылки к исполнению, да, что вы поедете туда, потом вы окажетесь там, а еще повернется что-то так, и в итоге раз, и у вас ваза в руках. Странно. Как так? Вот так работает визуализация. Это так же, как аффирмация. Но аффирмации мы проговариваем. Притом, когда проговариваете аффирмации, вслушивайтесь в каждое слово, что вы говорите, и проявляйте это внутри себя, как будто бы да, так оно и есть. Вся моя семья в безопасности, здорова и счастлива. Не торопитесь, прям вот так и говорите. Я могу все. Нет ничего невозможного для меня. Я решаю все мои проблемы легко и просто. Я успешна во всех делах и начинаниях. Я сама творец своей жизни. Моя жизнь полна счастья, успеха, сил и энергии. Я магнит для денег и изобилия. Большие деньги стабильно приходят ко мне из разных источников. Я финансово независима. Меня окружают только добрые люди. Прямо перед сном можете целым списком или одну и ту же фразу на протяжении 7 или 9 дней повторять. Так же, как Псалом 90 читается на протяжении 7 или 9 дней. Псалом 90 читается только в том случае, когда у вас какая-то назрела сложная ситуация, и выпутаться невозможно. Казалось бы, невозможно. Или, в принципе, когда депрессивное тяжелое состояние. Читайте на протяжении 7 или 9 дней перед сном. Псалом 90. Туз пентаклей. Кто вами интересуется? Да, вопрос. И почему? Деньги вами интересуются. Большие деньги. Притом они уже сейчас есть в вашем пространстве. Будь даже у вас в руке телефончик, понимаете, что они там. Будь в вашей среде какие-то новые люди, понимаете, что через них есть возможность на подсказки, может, они подсказывать вам будут, говорить о чем-то. Подсказка к каким-то деньгам. Почему-то все о деньгах, о деньгах. Но финансы, да, большие финансы, большие ресурсы. Ну, чего-то, достижение чего-то материального. Я приближу, чтобы вы могли лучше это визуализировать. Колесо фортуны.
удача, успех. Притом, знаете, вот как будто бы вы ходите, как наступаете даже на это, но вы этого не замечаете, оно уже в вашем пространстве есть. А вы задумывали об этом, а вы просили об этом, вы говорили об этом, и вам это пришло, вот как вы просили. Теперь мне интересно, что это? Да, хотя писать не нужно, что это. Вот когда сбудется, вы можете написать. Это что-то может даже быть крупная покупка. Кстати, вы сами себе запрет ставите в чем-то. Вот знаете, я вам скажу, когда бывает человек проговаривает какие-то денежные даже аффирмации, он в это не верит. Он уже тем самым ставит запрет. Не сбывайтесь, не сбывайся, не сбывайся, да? Когда человек начинает это верить, а чтобы поверить, представьте, что это уже у вас есть. И у вас 100% это будет. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Это так работает. Представьте, вот прям представьте, как это, даже это пахнет. Не знаю, что ваза или что. Какая она в руке холодненькая такая, да, фарфоровая. Какая она тяжелая, например. Ну, например, я говорю на примере вазы. Что угодно это может быть, телевизор или что. Какой он тепленький от перегрева. Так, дальше. У вас есть общество людей, которые уже вам об этом говорило, напоминала вам об этом. Может быть, даже, вы знаете, как от разных людей разная информация шла. Но об одном и том же. Вам стоит прислушаться. Скорее еще тут может так произойти, что появятся скоро люди в вашем пространстве, которые будут вам об этом напоминать. Не конкретно о вашей вазе, например, я говорю про вазу, да, пример возьмем, а, например, что есть вот такая-то функция, или есть вот такая возможность, да, вот что-то именно, что связано с тем, чтобы получить эту вазу. Вот сейчас туры распродают, тра-та-та, ну что-то именно связанное как раз к тому, что ведет непосредственно к исполнению того, о чем вы задумывали. Но здесь в большей степени идет о материальном речь. Это может быть даже квартира, это может быть да что угодно, хоть вертолет. И вас туда и приведет. Здесь показывают вы и любимый человек какой-то рядом с вами, влюбленный в вас. Здесь могут начаться или новые отношения, или все по-новому. Скорее новые, да, здесь новые отношения. Здесь и деньги, и любовь идет. И деньги, и любовь. Мужчина подарит подарок вам. Существенный такой подарок. Притом, знаете, удивит вас этот подарок. Этот подарок с каким-то или сюрпризом, или удивлением. Вы удивитесь. Или угадал что-то. Конкретный такой мужик, надежный. Он, кстати, в тот момент ушел от обмана какого-то, от лжи, от какого-то лживого человека. Да, здесь была вот или конфликтная ситуация, но здесь вскрылась какая-то ложь. Даже может произойти так, что вот вы, когда познакомитесь, человек будет рассказывать о какой-то лжи кого-то. Покупка чего-то, покупки у вас идут. У вас идут какие-то дорогие покупки. Да, кто в детородном возрасте, здесь рождение ребенка будет от этого мужчины. Кто не в детородном возрасте, здесь человек дарит тепло и радость, по солнцу тепло и радость. Вы почувствуете с этим человеком, когда вас любят, вы согреты, вы за спиной, здесь император выходит. Здесь может быть высокое положение, здесь может быть человек при авторитете, здесь щетина, оборотка. Я бы еще сказала, девчат, здесь может даже быть второй подбородочек у мужчины. Второй. Но здесь знаете, что идет? Вот вы такая более, как сказать, вы шея, он голова. Да, у каждого какие-то свои интересы есть, но все же в целом вы друг другу подходите. Если совместить вас и этого мужчину, вот все прям в идеале.
как пазлы сошлись. Но хотя вы разные. Здесь может быть разные культуры, разный менталитет, разные религии тоже. Но здесь показывает, что вы чувствуете тепло от мужчины, вы через мужчину получаете еще и романтику. Хотя по себе это такой, знаете, человек воинственный, такой крепкий, сильный. Может даже казаться со стороны холодный, деспотичный, такой суровый взгляд может быть. А в душе именно такой романтик, мягкий, приятный, теплый человек. Здесь, кстати, еще показывают, что вы будете что-то ему или учить. Ну, тут показывают разговоры какие-то, но через разговоры он получает от вас какие-то новые знания, новую информацию. Он об этом не знал. Он будет удивляться, скорее всего, вам. Но, как говорится, всю себя уже показывать не нужно. Да? Это уже прям золотые правила девочек. Всю себя раскрывать сразу же не нужно. Оставляйте загадку за собой. Не договаривайте все до конца. Вы будете интересны человеку. С вами будет интересно и беседовать, и наслаждаться тут и чувствами, любовью. Притом здесь показывают, человек ушел из каких-то отношений. Он чувствовал какую-то боль в последних отношениях. Но когда в целом был он в отношениях с женщинами, он не чувствовал какого-то тепла, какой-то радости. От вас веет в его адрес такой заботой, теплом. Он не чувствовал этого, что о нем заботятся. Ему даже будет, знаете, вот в какой-то степени удивительно, что вы о нем заботитесь. Он будет это даже ценить. Человек это ценит. И человек может закрыть ваши потребности, долги или проблемы. Какие-то проблемы. И даже бывших ухажеров. Вы о них забудете. Вы поставите крест на ком-то из прошлого. А знаете, чувствуют мужики, когда женщина влюблена, у нее сразу такая энергия, на вашу энергию подтягиваются какие-то незрелые, но подтягиваются. По крайней мере, когда вы были одна, могли чувствовать, что никого, но как я влюбилась и в отношениях, так сразу же тут объявляются еще, еще и еще, да. Но незрелые. В любви, в романтике. Тут, кстати, вы начнете философствовать. Я бы сказала, может, даже человек начнет писать какие-то цитаты, книжки, психология здесь может тоже проявляться, музыку, почему нет, да, или петь, вот в каком-то таком образе я вас вижу, что вы такая с каким-то талантом, но вам хочется какого-то творчества, проявления творчества. И при деньгах, при всем достойном, да, при всем достойном. И вы можете все. Гений. Все инструменты в ваших руках. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.